Коля. Коля. Туна директорани вообще. А? Выводящий. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует национальная вещательная компания «Саха». Мы находимся в центре спортивной подготовки «Триумф», где в скором времени начнется третий по счету день чемпионата России по боксу среди мужчин. Сегодня нас с вами ожидают состязания в весовых категориях до 49, 52, 56 и 81 килограмма. 4 весовые категории сегодня пройдут. И, конечно же, нас очень интересует выступление якутских спортсменов. Сегодня мы увидим ряд представителей нашей команды. И, конечно же, мы начнем утреннюю программу сегодняшнего дня с просмотра поединка Василия Егорова. Сегодня ему предстоит в рамках 1/8 финала турнира встретиться с Рашидом Гасановым, представителем Тульской области. За происходящим на рингах нашего чемпионата будем следить мы, я Власий Сергеев, и мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Александр Афанасьевич Теосытов. Ну что ж, мы ждем появления Василия. Это у нас будет ринг А. С нетерпением ждем выхода нашего спортсмена. В первом поединке своего чемпионата, Василий Егоров, это случилось у нас 13 октября, в первый соревновательный день. Василий Егоров выиграл у Виктора Кулдошина, чемпиона Москвы 20-летнего. И вот сегодня мы видим его сегодняшнего оппонента, представитель Тульской области Рашид Гасанов. Рашид Гасанов, ему 24 года, является он кандидатом в мастера спорта. Что мы еще можем сказать по его сопернику? Давайте посмотрим его анкету. Он является чемпионом Центрального федерального округа 14, 16, 17 и 18 годов. Ну и вот Василий Егоров, лидер нашей сборной. Василию 25 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, двукратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира и, конечно же, участником Олимпийских игр. Трибуны горячо приветствуют своего лидера нашей команды. И остается буквально пару мгновений до начала поединка 1/8 финала, в рамках которой наш Василий встретится вот с этим молодым человеком из Тульской области, Рашид Гасанов. Посмотрим, что он сможет противопоставить Василию. Надеемся на очень яркий бой и, конечно же, победу нашего боксера. Итак, первый раунд. Гасанов Рашид является 4-кратным победителем федерального округа Центрального. Почему-то он кандидат в мастера спорта. Мне непонятно, например, за победу в федеральном округе при участии там областей, 5 областей. Ну, за 4 раза он, наверное, мастера присваивает. По каким-то причинам, наверное, он так и не получил заветного звания. Ну вот, бой начинается. Вот, хорошо контратаковал боксер красного угла Тульской области. Он ростом выше. Мне вот Влад подсказывает, что у него 169 сантиметров. У Васи где-то 163-4, наверное. Вот, хорошо. Хороший размен пошел. Достал правой Василий. Васе не надо торопиться. А он его выжидает и встречными ударами останавливает нашего боксера. Ну, Вася сейчас наверстает. Он войти надо в свою манеру. Вот, хорошо, спокойно работать. Левая прошла удачно. Да. Оба боксируют правосторонней стойку. Он меняет. Оба меняют стойку. Вообще-то Вася привык часто менять боевую стойку.
Напомним, что Василий в первом поединке на этом чемпионате одолел Виктора Кулдошина из Москвы, мастера спорта. Он у нас является чемпионом столицы нашей страны. Тогда Василий продемонстрировал очень уверенный, поединок, очень уверенно вел в поединке, здорово двигался. Вот сейчас опять, не может подобраться на нужную дистанцию Вася пока. Вот надо ему без ударов подходить как-то с уклончиками. Вот боксер красного угла очень внимателен и использует свои какие-то приемы, неудобные для своего соперника. Вася самый титулованный боксер из нашей команды. Это наша надежда, потенциальный такой возможный спортсмен, который может участвовать в Токийской Олимпиаде в 2020 году. Он сейчас пошел, ему стало как-то Активизировался, да, Василий? Да, активизировался, но он суетится много. Как-то ему спокойнее надо работать, доставать. Удар часто не доходит до цели. Сейчас хорошо попал слева. Вот раунд провел так. Концовку он наверстал упущенное. Боксер Тульской области Рашид Гасанов. Боксер тоже довольно такой хорошо подготовленный боксер. Локомотив. Счет боям не ведет. Является четырехкратным чемпионом Центрального федерального округа. Тренируется под руководством Стеблецова и Зайцева. Дергать по животу и живота власть не отдавайте, не суетись. Зайди на свою ударную дистанцию и делай, как тебе надо. Да, в углу команда Василия Егорова все спокойно. Секунданты говорят о том, что нужно спокойно работать, дергать спокойно войти в соперника. ударную дистанцию, сказал, и работать. Спокойно надо подходить как-то на ударную дистанцию. Он издалека начинает иногда и не достает. А тут успевает отходить выше ростом, отклоны делает. А что надо сейчас обманными движениями, финтами надо войти к нему поближе и наносить удары. Спокоиться надо. Вот, хорошо. Вот так, спокойно, помягче. Вот так. Надо продолжать. Тут хороший момент Пушин. Еще надо добавить. Хорошо. Василий продолжает работать первым номером. Его соперник Рашид Гасанов предпочитает, работать на контратаках. Он неплохо работает в контратаках. Вася уже пристрастился к манере своего соперника. Тут надо ударную дистанцию входить все-таки. Вот. Ага. Вот доставать надо. Удар не достигает некоторых целей. Сейчас хорошо попал, молодцом. 2 попадания ударом левой. И последний тоже слева попал. Левосторонней штуки пошел Вася. Ему так удобнее ему с этим боксером. Вот. Хорошо. Дальше работать. Больше ударов. Прямой удар в корпус хороший получился у Василия. Нет, он уже нашел ключ. Ждет. После левого соперника он перехватывает. Вот тут не успевает в некоторых случаях. Не спешит. После левого надо делать. После его левого. Здорово, хорошая серия. Вот, молодцом. Хорошо. Вот, все уже нормально. Отлично. Раунд. Продолжает Василий наращивать свое преимущество в этом поединке. Не надо расслабляться. Вот, хорошо. У нас удар в затылок. Он повернулся сам. Вася надо дергать. И контратаковать. Ага. Хорошо. Вот так. Очень активно работает Василий. Не дает расслабиться своему сопернику. Он нашел ключ, так сказать. Подсказки своих тренеров он выполняет. Войти в ударную дистанцию.
Издалека не надо бросаться. Вот, хорошо. Вот. Боксер красного угла меньше стал наносить удары. Удар не получается. Вот, хорошо. Здорово. Раз за разом, да, вот Василий хорошо левой рукой, прямыми, да и боковыми тоже достает своего соперника. Но второй раунд явно взял Василий. Всегда атаковал постоянно. У него получалось. Действовал в атаке и больше попадал. Очень много попал. Счет боям не ведет. Является чемпионом России 2016 года. Ну и посмотрим, как действовали боксеры во втором раунде. Тренируется под руководством мастера спорта России Егорова. В первом раунде, да, вот присмотрелся Василий, и во втором уже атаки пошли полным ходом. Вот, левой Вот, дотягивается. да. Ну и сейчас хорошо, вот по повторе хорошо видно, что наш боксер перехватил полностью инициативу. Вот такая манера ему уже подходит этому сопернику. Работе с таким соперником. Неудобный соперник. И третий раунд. Если же, что касается, да, вот первого раунда, если у кого-то и возникнут проблемы, да, что ровненький такой раунд прошел, но второй раунд Василий взял точно. Точно, да. Вот, третий раунд тоже начинает здорово. Василий правый боковой прошел, достиг цели. Второй бой уже легче, конечно. Первый бой всегда тяжелый. Вот. Ну, он должен. Два раза, да, Василий хорошо попал по корпусу и не дает это же сделать своему сопернику. Здорово защищается. Ну, набить надо, бить. Вот, перехватывать. После левого надо. У него хорошо получается. Вот, хорошо. Молодец. Вот, Здорово. хорошо. Вот, молодец. Ну, в одни ворота, как говорится. Точные, Выигрывает. Ага. хлесткие удары Василия продолжают достигать Удары цели. достигать цели. Левый прямой тоже прошел. Больше Здорово. минут остается. Вот дергать надо здесь. О. Вот хорошо. Очень уверенно Последняя проводит минута поединок. пошла. Вот хорошо. Вот, надо в таком же стиле надо продолжать. — 40 секунд до конца поединка, и Василий уверенно ведет. А в этой встрече есть еще время, чтобы записать еще Несколько Почти, удачных да. атак, контратак. Да. Вот хорошо сейчас. Ну и видим, что соперник Василия Рашид Гасанов как бы и не спешит, да, вот идти, сломя голову вперед под конец поединка. Ну и все, да, последние секунды. Здорово, вот так красиво завершает поединок Василий Егоров. И аплодисменты, конечно же, от болельщиков Василия. Я думаю, ни у кого присутствующих в зале вопросов возникнуть не может, да, никаких по поводу победителя в этой встрече. В этом бою победу одержал боксер синего угла Василий Егоров. Поздравляем Василия, поздравляем его тренеров и всех любителей бокса, болельщиков.
с очередной, да, со второй победой на этом турнире. Здорово Василий, конечно, разобрался. Ему, напомню, противостоял Рашид Гасанов, представитель Тульской области, 24-летний, кандидат мастера спорта. Покидает турнир. Ну а Василий идет дальше. Он вышел в четвертьфинал. И будет очень интересно, конечно, уже узнать, с кем он встретится. Мы остаемся на ринге А, где сейчас выступят у нас Шамиль Котлубаев из Татарстана и Ахмед Валиев из Самарской области. Ну а прямо сейчас мы имеем возможность наблюдать за результативными, очень продуктивными действиями Василия в третьем раунде. Очень хорошо, да, вошел в этот бой Василий. В первом раунде присмотрелся, изучил соперника и, начиная уже со второй трехминутки, начал разбирать. Спокойно, очень уверенно разбирать своего соперника. Сколько попаданий было. Молодец Василий, конечно. Лидер нашей сборной, заслуженный мастер спорта России, одерживает вторую победу на домашнем чемпионате России. Но мы видим то, что боксеры следующей пары уже на ринге. И первый раунд стартует. Это у нас Шамиль Котлубаев из Татарстана, он в красной форме. И, соответственно, из синего угла у нас вышел Ахмед Валиев из Самарской области. Второй поединок в утренней программе весовой категории до 49 килограммов. Вот бой начинается с разведки. Как видите, боксер красного угла, в красной форме, намного выше ростом, чем свой соперник, чем его соперник. То есть вот, он держит на дистанции. Передней рукой останавливает и наготове держит сильнейшую руку. Он меняет стойку. Вот сейчас он стал под левшу. Вот, не дает ему бить. Но ему надо вот такую тактику надо придерживаться, потому что в ближнем бою затем ему невыгодно. Ну, есть такая закономерность, да, в боксе, когда боксер ниже ростом, он всегда, ну, по естественным причинам, да, старается сблизиться и вести бой в ближней дистанции. Ну а что касается Котлубаева, наоборот, он будет пытаться работать на дальней дистанции и встречать, да, Валиева. Вот. Он не достает. Этот, видно сразу, вот маленький он не достает. Прямыми ударами старается попасть в голову. Но бывают и низкорослые, очень такие координированные, очень разнообразные, могут без удара подойти. И момент его нанесения соперника удара тут же его перехватывает, контратаку делает. Вот. Ну, мне кажется, в этом бою пока преимущество маленькое имеет боксер с красного угла. Котлубаев Шамиль, Татарстан. Да, Шамиль Котлубаев, представитель Татарстана, является мастером спорта. В этом году он выиграл чемпионат России среди студентов. И также является победителем чемпионата Приволжского федерального округа. Ну, тут требуется, да, помощь медицинского персонала, остановить кровотечение, после чего у нас продолжится поединок. Нет, он врачу отправили, потому что кровотечение, чтобы он определил, продолжать бой или нет. Медицинскую помощь врач во время поединка не имеет права оказывать. Он должен определить, дальше может он боксировать или нет. Вот поэтому ему только помог и разрешил дальше боксировать. Вот бой все-таки продолжается в таком же стиле. Оба так придерживаются такой же тактики. Вот пока не меняется. Ну, во время перерыва будут тренеры им давать установку дальнейшую во втором раунде. Ну, вот закончится первый раунд. Да, как мы отметили, да, в первом раунде, пожалуй, небольшое преимущество имеет представитель Татарстана Шамиль Котлубаев. Боксом занимается
лет. Мастер спорта России. На ринге провел 67 поединков, в 54 боях одержал победу. Является Чемпионом России среди студентов 2018 года. Чемпион Приволжского федерального округа. Ну, видели то, что Котлубаев, да, очень спокоен. Ну, держит на дистанции соперника и спокойно работает. Что касается вот Ахмеда Валиева, который вот весь на протяжении всего первого раунда пытался, да, найти пути к результативным действиям против более рослого соперника. Ахмед Валиев, ему 25 лет, он кандидат в мастера спорта, представляет Самарскую область, чемпион Приволжского федерального округа 2017 года. То есть получается, да, сначала... Да, ну, вот Самарская область всегда, ну, славились сильнейшими боксерами, когда во времена Советского Союза и в настоящее время. Одно только можно вспомнить Олега Саитова, двукратного олимпийского чемпиона. Он так и является Самарской области. Вот. И всегда там проводились всероссийские соревнования. Ну и Вот, бой также в таком же духе продолжается. Красного угла Шамиль Колтубаев, Татарстан, держит на дистанции и не подпускает соперника. Велико желание самарского боксера подойти поближе и набирать там очки, но у него не получается. Вот. Побольше надо передней рукой. Как только ударит передней, он достает его. Вот, останавливает. Ну. Удар снизу по касательной прошел у Котлубаева. Опасное движение головой. Поединок продолжается. Хамед Валиев, ага. Хамед Валиев старается приблизиться, но у него не получается. Он внимательно смотрит и держит на дистанции, вовремя его останавливает. Ну, это очень просто. Боксирует, как будто бы. Ну, ему это выгодно. Зачем ему лезть в ближнем бою? Вот опять отошел. И так и он будет продолжать, мне кажется, до конца поединка. Ну, в ближнем все поработает еще. Ну да, к Котлубаеву, конечно, не стоит, да, сближаться, потому что Ахмед Валиев в ближнем бою чувствует себя более уверенно, комфортно. Нет, он не может достать даже на дистанцию, поэтому... Грамотно держит дистанцию Котлубаев. Ага, ну он это само... Видишь, как маленького роста. Ну, разница в росте у них там много сантиметров, так сказать. Котлубаев продолжает работать в дальней дистанции. Вот, хорошо сейчас, обменялись, да? Ну Валиев вот. достал наконец-то, но Котлубаев тут же ответил. Валиеву надо поближе держаться. Как только подойти к нему по ближней дистанции и не отходить. Заставлять его в этом же, на этой же дистанции оставаться своему сопернику и бить. Но у него это не получается. Все, второй раунд закончился. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Ахмед Валиев, Самарская область, город Тольятти. Боксер 93-го года рождения. боксом занимается 8 лет. Кандидат в мастера спорта. Счет боям не ведет. Является чемпионом Приволжского федерального округа. Сильнейшей руки. Финалист чемпионата вооруженных сил России 2018 года. Впервые под руководством заслуженного тренера России Евгения Подрезова и Владимира Макарова. Ну, слышали мы наставки, да, вот секундантов Шамилю Котлубаеву говорят, что все идет по их задумке и нужно продолжать встречать, его ловить на встречных движениях. Вот. Удары все-таки достигают цели. Это повтор был. Сейчас вот.
На отходе надо ему поработать еще. Тогда вообще хорошо будет. Ему очень трудно доставать. Боксеру синего угла Ахмед Валиеву. Вот. Для своей весовой категории имеет он очень рослый боксер. Боксер Шамиль Калтубаев, Татарстан. Ну, Шамиль Котлубаев прекрасно понимает все, к чему идет. Он продолжает работать на контратаках. Вот видим то, что Ахмед Валиев, когда атакует, он либо уходит с линии огня, ну, с линии ударов, да, атаки, либо же при при сближении сразу же клинчует. Ну, правильно, с одной стороны, он держится так, ему рисковать не хочет, наверное, выигрывает по очкам, с дистанции работать. Вот такие вот. Ему уже надо уходить, двигаться на ногах, не стоять. Да, боксеру синего угла тоже не получается подойти, как-то разорвать дистанцию, свою дистанцию подойти. Он не дает, а отходит. Хотя тоже опытный боксер, он по объявлению, вот, по анкету прочитали, тоже неплохо боксировал, занимал призовые места там во многих соревнованиях. Вот, не надо отходить, подойти да и бить. Не отходить надо, он останавливается. Надо бить их. Останавливаться надо. Чуть больше 20 секунд остается до конца этого поединка. Оба что-то последние секунды не работают точно. Устали, видать. Боксеры. Ну и заканчивается эта встреча. Сейчас мы услышим вердикт судей. Ну тут в этом бою, мне кажется, минимальным преимуществом победу одержал Шамиль Калтубаев, Татарстан. Ну это мое мнение. И сейчас мы узнаем мнение судей. В этом бою победу одержал боксер красного угла. Да, Шамиль Котлубаев, Татарстан, Республика Татарстан. одерживает победу в этом поединке. И также, как и Василий Егоров, выходит в четвертьфинал турнира. Поздравляем Шамиля Котлубаева, представителя Татарстана, мастер спорта, 96-го года рождения, чемпион России среди студентов 2018 года и чемпион Приволжского федерального округа. А в следующей паре выходит боксер из Якутии Петр Прокопьев, с синего угла будет, а с красного угла Володя Нацаканян, Московская область. Сейчас они уже на ринге. Ну что ж, еще один представитель нашей команды, Петр Прокопьев. Он в синей форме, против него представитель Московской области Володя Нацаканян. С красного угла он. Простите, скажи. В синей форме. Вот. Сразу Активно резко начинает. начать контратаковать. Всегда молодец. Вот так и надо работать.
Петру Прокопьеву. Внимателен он. Петр Прокопьев у нас кандидат в мастера спорта 95-го года рождения. Является финалистом первенства Сибирского федерального округа до 22 лет. О, хорошо. Дальше молодцом. Правильную тактику придерживается сейчас Петр Прокопьев. Подходит, готовит и жестко и быстро контратакует. Вот, и сразу продолжает контратаку собственной атакой. Вот. Вот нужно Хорошо бить, левым бить. боковым достал. Вот тут надо дорабатывать. Так, вот, хорошо. Вот все моменты не надо упускать. Преимущество надо до конца добивать. А то вот так очень долго готовят ребята. Потом только то хорошо провели атаки и отходят. Вот в этом плане Прокопьев хорошо себя показывает. Вот. Но боксер с красного угла тоже жесткими ударами атакует. Неплохой спортсмен. Чувствуется. Вот, хорошо попал сейчас. Вот, все, он пропускать начал. Надо повнимательнее, надо быть Прокопьеву. Уклониться от этого и контратаковать. Не спешить. Самому. А опережать надо. Вот, хорошо, молодец. Такой ощутимый, да, удар правой Да, прошел. оба жестко заканчивают этот раунд. Никто не хочет уступать, конечно, правильно. Он меняет стойку, боксер с красного угла. Вот, видишь, попал. Ну. Так, остается около 10 секунд. О, надо. Концовку надо взять Прокопьеву. Нет, он концовку отдал. Ну что ж, интересный раунд получился. Московская область, город Ногинск. Боксер 98-го года рождения. Боксом занимается 13 лет. Представляет вооруженные силы. Счет боям не ведет. Двукратным чемпионом Московской области, призер международного турнира класса А памяти Магомед Салама Мухаммада. К сожалению, не удалось мне расслышать, что говорили секунданты Петру Прокопьеву. Ну, что я понял из сказанного в углу Володина Цаканяна, у них, в принципе, довольны происходящим. Видимо, продолжит работать в этом же стиле. Ну и если говорить о сопернике, да, Петра Прокопьева, это Володя Нацаканян, представитель Московской области. Является он мастером спорта 98-го года рождения. Победитель 4-й летней спартакиады молодежи нашей страны 2018 года. Вот он другую тактику начинает. Он двигаться на дистанцию, издалека маневрирует и взрывается одиночными и двойными, тремя и ударов. В серии от 2 и 3 ударов. Вот, правая прошла хорошо. Вот он совсем по-другому начал боксировать. Надо пристраиваться и бить, и работать нашему боксеру. Вот, хорошо. Сильно. Молодец. Вот. Не надо к нему идти без ударов. Без ударов не надо. Не подходи дальше лучше. Вот. Он взрывается с дистанции. Внезапно. Очень жесткий удар наносит одиночный. Он притупляет ему внимание
как будто бы он ничего не делает. Ходит, как-то приближается. В это время он ему скачковые удары, взрывы делает, одиночных ударов. Ну, сильный боксер. Недаром он выиграл молодежное соревнование России до 22 лет. Мастер спорта. Перспективный боксер. Ему всего 18 лет. Прямой правой прошел здорово Нацаканяна. Но этот раунд преимущество надо концовку выиграть Петру, вырвать победу концовку этого раунда. Есть еще 30 секунд для этого. Да. Хорошо левой достал Петр. И тут же сам пропускает. Нацаканян, вот видишь, на дистанцию. Вот, ну, чисто это самая армянская школа такая была раньше. Очень долго двигались из скачковых удары. Олимпийский чемпион Владимир Габарян этими славился. Трехкратный чемпион Европы он. Республика Саха-Якутия, город Якутск. Боксер 95-го года рождения, боксом занимается 7 лет, кандидат в мастера спорта. Представляет вооруженные силы. Счет боям не ведет. Является финалистом первенства Сибирского федерального округа среди молодежи. Финалист Всероссийского турнира Арбачакова. Глубже, в него бей, в него даже головой убирай справа, право. Воевать надо, понимаешь? Да. А ты заряжайся, один удар. Кривошапкин. Легко, свободненько. Два раунда наши. Посередине, надо движение. Никакой драки не надо. Работать. Одной передней рукой можно выйти. Что подсказывает секундант, очень трудно расслышать, очень шумно. Вот. Вот сейчас повтор показывает. Вот он. И стартовал третий раунд. Что ж, продолжаем болеть за Петра Прокопьева. Но надо работать. Петру надо дорабатывать. Отпустил. В этом эпизоде чего не добился, так сказать. У нас идет третий заключительный раунд, от которого, конечно же, все будет зависеть в перерыве. Нашему Пете Прокопьеву говорят, сказали, что его соперник подустал. Надо поджимать в концовке этого поединка. Ну а вот секунданты Володи Нацаканяна уверены, что 2 раунда уже они взяли. Но посмотрим, что будет. Третий раунд, есть еще Вот надо минута третий раунд и 40 до конца секунд. работать. Ну что ж, Петя, Повтор. надо работать, надо работать. Надо собраться и работать. Петру работать, собраться. Он не бьет совсем. Петя, конечно, тоже устал. Не его соперник только. Ну, бить. Ну, надо работать канатом. Прижимать канатом. Ноги включил Он- Нацаканян. Да, он маневрирует на дистанции все время. Уходит и такими прыжками. Скачкообразно. Скачковый удар часто бьет.
что ж, меньше 40 секунд остается боксировать в этом поединке. Хорошо, хорошо заканчивает серию ударов Инкарнасян. Все-таки в этом бою преимущество имеет боксер с красного угла. Хоть бы мы как не болели. Вот тут здорово попал, конечно, Петя. И все, конец поединка. И ждем объявления. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер красного угла Володя. Да, победа Нацаканян, присуждается Московская область. представителю Московской области Володе Нацаканяну. К сожалению, Петя терпит поражение в этом бою. Ну а Володя Нацаканян принимает Четвертый бой поздравления. этого поединка Мастер судья спорта международной категории из военного Московской Роднаев, области. город Хабаровск. Победитель летней спартакиады молодежи России этого года. Побеждает в 1/8 финала турнира нашего боксера и выходит в четвертьфинал. Царегородцев в красном углу ринга Артыш Саян, Новосибирская область. В синем углу ринга Игорь Царегородцев, Республика Татарстан. Весовая категория Сейчас до нас 49 ждет поединок между килограммов. Игорем Царегородцевым и Артышем Саяном, после которого мы обратим внимание на ринг Б. Там у нас выйдет представитель команды Якутии Артур Ложников. Но это после этого поединка. Итак, четвертый бой в утренней программе весовой категории до 49 килограммов. В красном углу Артыш Саян, Новосибирская область, и против него Игорь Царегородцев, Татарстан. Видим то, что Саян сразу занял центр ринга. Саян Артыш это в красной форме, боксер из Новосибирска. Начинает активные действия, поддавливает. И весь внимание. Готов ему нанести четкие, мощные, сильные удары. А его соперник Игорь Царегородцев ждет его действия и контратакует быстро. Ну, бой пока начался. Ну, посмотрим, что они нам покажут в этом бою. Вот, хорошо. Вот, хорошо, сейчас контратаковал боксер синего угла. Игорь Саян Артыш. вот здорово достал левым боковым. Мощно приложился Игорь. Саян Артыш, ага, тоже левосторонней стойки. А Царегородцев левша. Ему он его выдергивает. Хорошо, левый прямой прошел. Еще раз. На себя вытягивает и бьет встречный удар левой рукой. Вот он опять так ждет, откроется спортсмен. Ну, это молодые ребята, видно так. Царегородцеву сколько лет? Интересно, он вчерашний, мне кажется, юниор. 96-го года рождения. А, ну так, ага. 96-го, значит, 22 года, да? Да. Ага. Да, бой пока равном ключе идет. Так, раунд заканчивается. Вот.
Выжидающая тактика у Игоря Царегородцева. Видим, как он внимательно следит за движениями своего соперника. И при первой же возможности он действует, встречает, да, своего оппонента. Конец первого раунда. Артыш Саян, Новосибирская область. Город Угол Новосибирск. Игоря Царегородцева. Боксер 92-го года рождения, мастер спорта международного класса. Представляет вооруженные силы. Счет боя не ведет. Артыш чемпион России 2017 года. Финалист международного турнира в Германии. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Валерия Мотькина. Первый тренер Чаян Саян. Ну и вашему вниманию предлагаем яркие моменты минувшего раунда. Игорь Царегородцев действует вторым номером, ждет, выжидает своего соперника и сразу же при возможности бросается, да, в атаку. Начинается второй раунд. По-прежнему атакует Саян Артыш Новосибирска. Ему титулы сейчас сказали. Он чемпион России, мастер спорта международного класса. Так, у него титулы, конечно, выше, чем у Игоря Царегородцева. И физическая подготовленность тоже смотрится. Опытный более боксер. Он уже начинает со второго раунда инициативу в свои руки захватывать. Ну, что касается титулов Игоря Царегородцева, он является призером первенства России 2015 года, победитель универсиады, победителя первенства Приволжского федерального округа. 96-го года рождения спортсмен. Мастер спорта, да? Да. Вот. Все, удар у него не спешит сейчас. Саян Артыш хорошо готовит и проводит серии ударов, короткие серии ударов. Судья на ринге Байерто Роднаев, хабаровчанин. Он часто приезжает к нам в Якутск. Ну, мы с одного федерального округа. Вот он на этот раз тоже приехал в качестве рефери этих соревнований. Вот в этом раунде выигрывает, мне кажется, Артыш Саян. Артыш Саян хорошо держит дистанции, внимательно контролирует действия своего соперника. И тут же хорошо проводит серию ударов. Серию ударов и одиночные удары. Вот сейчас вот хорошо. Вот чем. Это боксеры весовая категория 49 килограмм. Вес нашего лидера Василия Егорова. Ну, чем боксеры сильнее, тем будет интересно смотреть. Аккуратно боксируют. Вот это будет к четвертьфиналу, полуфиналу, и финальная встреча будет самая интересная, конечно. Вот. Конец второго раунда. Ринг А. В синем углу ринга готовится Здорово этот отрезок боя провел Игорь Саян Артыш, Царегородцев, Республика Татарстан, город Казань. представитель Новосибирской области. Боксер На ваших экранах 96-го сейчас года Игорь рождения, боксом Царегородцев. занимается 5 лет. Мастер спорта России. Счет боям не ведет. Является призером первенства России 2015 года. Победитель универсиады России 2018 года.
Раздать, только быстрее. Тренируется под Всё. руководством Пусти его, Евгения первым ставь. Захарова, Всё Максима Масунова. И Динара Ахмедгалиева. Первый тренер Андрей Николаев. Быстро, быстро, много ударов, та-та-та-та-та-та-та, в живот, вот эту двоечку в живот надо поднять. Секундант ринг. Ну, слышали мы секундантов, боксеров в углу Игоря Царегородцева говорят о том, что Игорю самому нужно подключать тоже переднюю руку. Видели мы то, что в предыдущие минуты, да, Саян Артыш контролирует дистанцию. Игорю подсказывает, что самому тоже подключать переднюю руку и комбинировать, больше бить живот, голова, корпус, голова. Вот третий раунд. Последняя, наверное, трехминутка. Этот раунд, конечно, все поставить на место в этом раунде. Преимущество будет наращивать, наверное, Саян Артыш. Мне так Да, кажется. Как раз вот секунданты сказали, больше ударов нужно в третьем раунде. Вот он подготавливает хорошо передней рукой, прощупывает и тут же серию ударов решительно наносит. Ну, боксер рослый для своего веса. Ну вот, хорошо. Победитель сегодняшней пары завтра будет встречаться, Володей Насакеном. В четвертьфинальной стадии боя. В этой весовой категории нашу сборную нашей республики, сборную России Советского Союза представлял наш боксер Виктор Николаевич Ефремов. Вот. Он очень хорошо поднялся на высокий уровень сборной страны, попал, 2 раза был призером, 1 раз серебряным, 2 раз третьим призером бронзовым и еще 1 раз стал 2-м призером отборочного турнира, который не считался чемпионатом, но перед чемпионатом Европы он занял 2-е место. Вот он бы в этом весе бы боксировал. Наши ребята сейчас Вася Егоров, Александр Петров хорошо выступал в этой весовой категории. 2 раза выиграл Россию. Много хороших, талантливых боксеров было. Меньше 30 секунд остается боксировать в этом поединке. Ну и Игорь Царегородцев, конечно же, постарается, продолжает стараться перехватить инициативу. Но ему не получится, наверное, физически намного и опытнее боксер Саян Артыш. Бой закончен. Да, конец поединка. И сейчас будет оглашение решения судьи. Ну что ж. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер красного угла Артыш Саян, Новосибирская Да, без сюрпризов. Артыш Саян, представитель Новосибирской области, побеждает в этом поединке. И, как вы сказали, да, Александр Афанасьевич, завтра он встретится с Володей Нацаканяном из Московской области. Да. Принимает поздравления Артыш Саян. Ринг И сейчас мы посмотрим Пятый бой. повторы Рефери поединка ярких судья моментов Государственный этого судья поединка. Андрей И Николенко, после Город просмотра Советская область. замедленных действий мы, пожалуй, перейдем на ринг Б, где в скором времени выйдет Артур Ложников, еще один представитель сборной команды Якутии. Челябинская область. Но пока мы видим, как Артыш Саян В красном углу ринга Андрей Потемкин, Ульяновская область. раз за разом достает своего соперника.
Ну что ж, да, перейдем на ринг Б. Здесь у нас завершился поединок между Дмитрием Сотниковым из Красноярского края и Вадимом Кудряковым из Республики Крым. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер синего угла Вадим Кудряков, Республика Крым. Крым победил, да? Да, в этом поединке оказался сильнее представитель Республики Крым Вадим Кудряков. И уже сейчас выйдет Артур Ложников, Ринг Б. представляющий Новосибирск и Республику Саха-Якутия. Рефери пятого боя, судья международной категории Игорь Бещук, город Челябинск. Дорогие друзья, сегодня у нас это утренняя программа с 12 до 15:00. Ну и как и в предыдущие дни в 17:00 мы начнем просмотр вечерней программы. Ну что ж, Артур Ложников на ваших телеэкранах. Представляет он Новосибирск и нашу республику. Его оппонент Иван Абрамов из Башкортостана. Это у нас уже другая весовая категория. Это 52. да, до 52 килограммов. И все внимание на ринг. Артур Ложников в красной форме. Его соперник боксер синего угла. Ложников, как вы знаете, мастер спорта международного класса. Выступает за Новосибирский, за Якутию. А его соперник из Башкортостана Иван Абрамов, 90-го года рождения, мастер спорта международного класса. Также опасный соперник. Да, обладатель Кубка России этого года, победитель спартакиады молодежи 2018 года. Ну, серьезный соперник, посмотрим, что из этого получится. Ложников в последние годы он прибавил на всей физической подготовленности, опыта набрался и стал победителем многих всероссийских и международных соревнований. Ложников начал заниматься боксом в горном районе под руководством тренера Аргунова. Сейчас он занимается в городе Новосибирске под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Валерия Моткина, который сейчас ему в данном бою секундирует. Вот он идет вперед, наш боксер, старается ему создать такое поддавливание. Он его все время давит, не дает ему сосредоточиться и Так, боксер синего угла контратакует. Спокойный тоже, также мастер спорта международного класса. Так, это высококлассные ребята сейчас работают. Вот. Победитель Кубка Российской Федерации. Это приличная, значит, титул приличный. Все время идет вперед наш боксер. Закрылся. Контратаки у него хорошо пока не получаются. Да, опытный боксер, его соперник, и одиночными ударами очки набирает легкими ударами. Вот и закручивает в сторону, уходит. Надо Артуру как-то менять тактику, вызвать на себя, видимо. Вот он сейчас пока идет и удары только получает. Вот, опять получил. Ну, эпизод так проигрывает по очкам. Что ж, конец первого раунда. Ринг Б. Артур, как вы видели, на дистанции работал одиночными ударами. Если же удавалось приблизиться к своему сопернику, тут же включал мощные серии. Вот тренер его Валерий Моткин, заслуженный тренер Российской Федерации из города Новосибирска.
Где твои середины, ребят? Счет боям не ведется. Что такое случилось? Что говорит, вам слышно сейчас? Турбожников имеет 15 международных встреч, 11 из них одержал победу. Тренируется под руководством спортивного тренера, мастера спорта Валерия Янкина. Первый раунд, конечно, более неудачен. Со второго раунда, думаю, наверстает упущенный Ложников. Секунданты на ринг. Ну, будем на это надеяться. Надеяться будем. Так, ну, это бокс. Второй раунд. Каждый диктует свои условия, выгодные для себя. Вот сейчас опять-таки продолжается идти вперед. Абрамов из Башкортостана очень внимателен и не упускает промахи своего соперника. Ну, Артуру Ложникову надо перехватить инициативу. Более так. Вот хорошо. Сейчас вот так навязывать ему свою манеру вот возле канатов. И надо бить. Вот хорошо. Этот раунд. Начало нормальное. Ну, здорово, да, начинает этот. Да. Сейчас раунд уже Артур. меняет. Ну хорошо, он опытный боксер, есть опытный боксер, он уже перестроится. Абрамов также по-прежнему встречает быстрыми ударами. Тоже неплохо так-то смотрится. Вот Артур правильно вот возле канатов надо работать. Половина раунда только пока. Вот. Дотянулся Хорошо, да. левой. Ну, то, что не до конца не достал, но все-таки это все равно он атакующим активно. И вот попал сейчас слева сбоку. Это бой двух опытных мастеров спорта международного класса. Вот тоже грамотно очень работает. Вот тут оплошности совершать тут вообще не принято. Каждая ошибка наказывается. Вот видишь, как Сериями работает Артур. Серева работает, но тут закрывается хорошо. Но чуть-чуть опустил одну руку, он удар прошел. Вот. Секунданты Абрамова подсказывают, что работает с дальней дистанции, останавливая атаки. Правильно ему подсказывает, но это очень трудно даже исполнить тоже. Желание одно, а соперник тут другое делает в это время. Добить надо до конца. Последние секунды второго раунда. Ну, этот раунд более-менее, но Ринг Б. так равный раунд. В синем углу продолжение боя готовится Иван Абрамов, Республика Башкортостан, город Октябрьский. Ну и давайте послушаем, что Боксер говорит 96-го года рождения, мастер спорта международного класса, представляет спортивное общество «Динамо». Счет боя не ведет. Он является чемпионом Кубка России. Валерий Моткин, видно, недоволен работой 2018. своего воспитанников. Тренируется под руководством тренеров Алоева, Габдуллина. Вот медленном, Первый тренер. замедленном повторе хорошо видно. Вот, хорошо попадает. Вот этот момент у него здорово. Возле канатов хорошо работал. ну, активно, да, сериями работает Артур при возможности, Да. но здорово защищается его соперник. И третий раунд. Третий раунд, все, решить сейчас в этом поединке. Переломит Ложников. Более так видно, как вот, увереннее. Тогда победа держится. А если так будет продолжаться, будет трудно
определять судьям по виду. Ну вот хорошо. Хорошо. Вот так свою тактику надо ввязывать, свой стиль, свою манеру ведения боя. Вот хорошо. Нужно закрываться, когда подходишь. Вот, хорошо. Хорошо. Не видно ничего тут. Что ж, Артур, есть еще время записать свой актив ряд результативных Абрамов атак. держится. Видим, уходит, да, виляет, уходит с линии атаки. Абрамов. Ну, 1,5 минуты примерно так, где-то меньше. Вот. Абрамов маневрирует на дистанции хорошо, но в ближнем бою вот в ходе канатов часто его прижимает канатом наш боксер. Вот тут надо дорабатывать, терпеть и бить. Вот хорошо, вот хорошо. Ну а тут надо работать, не толкать. Вот толкает, замечание дали мы за толкотню. Надо работать, бить, а не толкать. О, хорошо. Удар. Артур надо бить. Серии надо бить. Ага. Вот, хорошо. Так, подустал. 30 Абрамов. секунд, меньше 30 секунд. Ну что ж, концовка поединка. Надо работать. Да, сразу после этого поединка мы перейдем на ринг А. Там выходит еще один представитель республики. Да, и на этом ринге, да, Николай Григорьев выйдет. Мы, да, останемся. Завершается поединок. И сейчас мы узнаем решение судей. И решение. Абрамов крестится, ждет решения судей. Ну, бой равный. Победу одержал боксер синего угла Иван Абрамов. Иван Абрамов объявляется победителем этого боя. Иван Абрамов, Республика Башкортостан. Ну, неплохой боксер. Ну, чуть-чуть хватило нашему боксеру. Преимущество было чуть-чуть, но... Шестой бой весовой категории до 52 килограммов. Да, сразу после этого поединка мы на этом же ринге увидим поединок Николая Григорьева. Алексей Павлов. Противостоять ему будет Максим Стахеев из Челябинска. Ну а пока мы видим, как действовали боксеры в предыдущем поединке. К сожалению, Артур Лужников завершает выступление на домашнем чемпионате на стадии 1/8. На ваших телеэкранах Николай Григорьев, представитель Республики Саха-Якутия. Вот его соперник Максим Стахеев. Ну вот, второй раз выходит на этом чемпионате наш молодой боксер Николай Григорьев. Первый раунд начинается. Тоже вот так спокойно так начинает Николай. Не спешит. Вот хорошо, вот так надо продолжать маневрировать. Амплитуда так у него, нашего боксера больше двигается он
широкомасштабно. О, надо встречать. Николай Григорьев, 98-го года рождения, является кандидатом в мастера спорта. Он в этом году выиграл чемпионат Республики Саха-Якутия и также стал первым на Дальневосточном федеральном турнире, который прошел в городе Хабаровск. Что касается его соперника, Максим Стахеев, представитель Челябинской области, он 97-го года рождения, ну, примерно одинакового возраста, да, то есть, получается, соперники. На год старше будет Стахеев, он мастер спорта. В этом году он занял 3-е место на первенстве Европы, которое прошло в Румынии. И является он победителем Уральского федерального округа также этого года. Николай Григорьев нынче выиграл чемпионат Дальневосточного федерального округа и там выполнил мастера спорта. Ну, приказ о присвоении у него было, но ему пока не вручили. Он правильно делает, что анкете заполняет кандидатом мастера спорта. Ну, это наш перспективный боксер. Вчера в первом бою выиграл он у мастера спорта. Хорошо, передней рукой достает, вот так. Потяжься надо бить. Мало, что-то мало бьет. Это замечание делает. Вторым номером работает, да, Николай, в этом поединке. Пока так, ага. Боксер синего угла наступает все время. Агрессивно настроен. Надо быть начеку. Быстрыми ударами надо контратаковать. Самому атаковать. А собраться. Инициативу не отдавать. Близится к завершению первый раунд. Да, конец раунда. В красном углу к продолжению боя готовится Николай Григорьев, Республика Саха-Якутия, город Якутск. Боксер 98 года Артур Пахомов, старший тренер Республики. Николай, надо наставление. Он является чемпионом Республики Саха-Якутия. Дистанцию задержать, на дистанции работать, говорит. Прямыми ударами. Тренируется под руководством тренера Владимира Павлова. Надо работать этот раунд плотнее, мне кажется. Первый тренер Василий Теосыпов. Да, как я понял, начинать, да, вот атаку передней рукой, добавлять основной и завершать также передней, да, вот как я визуально понял. Второй Ну, примерно так. раунд. Дистанцию закручивать. Вот, начался второй раунд. Ну, этот раунд надо собраться и преимущество наращивать надо Николаю Григорьеву. Ну, парень сильный его, синего. Николай Григорьев родом из Нерубинского района, села Малыкай. Занимался он под руководством своего тренера Василия Теосытова. Сейчас обучается в училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством тренеров Владимира Павлова. И в сборной команде он Анохина, Сергея Анохина. В ближней дистанции обменялись ударами боксеры, и мы видели, что боковым Николай попал. Попаданий маловато что-то. Николаю надо больше атаковать, надо больше работать, а то инициативу отдавать ни в коем случае нельзя. Вот так хорошо. Вот в таких боях надо выигрывать. А то техника отходит, этот парень его все время бьет.
Вот, хорошо собраться и работать. Вот. Опережать надо. Ну, опять. Боксер, не держи. Бокс. Наступает Стахеев, Григорьев ждет его, чтобы встретить. Ну, парень настырный, чемпион Европы среди молодежи. Это звание, конечно, очень высокое. Он на год старше нашего боксера. Ну, работать надо, Николай. Кто-то двигаться начал. Ходить. Собраться и работать. Тем временем бой уходит. Надо собраться и работать. Брак! Сделали шаг! Меньше 30 секунд остается. Продолжает, да, активно работать соперник Николая. Все время наступает. Наступает он, хорошо готов, боксер. Ну и конец второго раунда. В синем углу продолжению боя готовится Максим. Чтобы как-то исправить ситуацию, остается третий. Город Челябинск. Боксер 97-го года рождения. Боксом занимается 9 лет, мастер спорта России. Представляет спортивное общество «Динамо». На ринге провел 86 боев, 79 из них одержал победу. Он является чемпионом России. 2017 года в городе Грозном. Финалист международного турнира. Ну и повторы действий спортсменов в минувшем раунде. Призер первенства Европы 19-22 годов в Румынии, 2018 года. Чемпионом Уральской Здорово федерации тут левый боковой прошел, потом правый боковой летит. Александра Кувакина, заслуженного тренера России. Первый тренер. Серьезный соперник, конечно, попался Артуру Третий раунд. Николаеву, то есть. Надо работать, боксировать надо. То так будет продолжаться, конечно. Боксер опытный, конечно, соперник Григорьева Максим Стахеев, Челябинской области. Бой проигрываем, честно надо говорить. Этот раунд ничего, мне кажется, не изменит. Вот. Ну что ж, у нас третий раунд. Ничего особенного и не меняется, да, в третьем раунде. Вот Стахеев все время опять наступает. Григорьев, вот видим, встречает его одиночными двойными ударами. Не разбивает, он что-то не может к нему найти ключа для победы. Правый боковой проходит. Ну, Стахеев, Конечно, точно действует. выигрывает этот бой. Да. Еще минута до конца. Он не чувствует соперника. Григорьев далеко бьет. Что-то у него нормально.
Пару раз попадает еще Стахеев. Секунду, да, не дает ни на секунду расслабиться. Все время наступает, бьет, все у него проходит. Все, конец поединка. Конец поединка. И проиграли в этом бою. Ну, дождемся объявления решения судей. Потом мы перейдем на ринг А, где выйдет у нас Борис Сидоров и Николай капитан. Матвеев между собой встречаются. Да, и тоже еще один представитель команды Николай Матвеев. Да, Максим Стахеев одерживает победу. Ну, соответственно, Николай Григорьев покидает соревнования со стадии 1/8 финала. Поздравления принимает Максим Стахеев. Действительно очень здорово провел поединок. Постоянно, ежесекундно, да, находился он постоянно в атаке, выставлял. Постоянно вот лишал пространства нашего боксера. Очень в агрессивной такой манере работал, много попадал. Ну что ж, а сейчас это ринг А. Возвращаемся в весовой категории до 49 килограммов. Здесь у нас встреча двух якутских спортсменов. В красном углу Борис Сидоров, капитан нашей сборной. И против него в синей форме Николай Матвеев. Так, в красной форме Борис Сидоров, в синей Николай Матвеев. Это боксеры хорошо друг друга знают. Борис Сидоров, 96-го года рождения, кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 16-го, 17-го и 18-го годов, чемпион республики, ну, также одержал победу на чемпионате республики в этом году. Николай Матвеев дальней дистанции решил в этом бою боксировать. Вот, держит, ждет, его прямым ударом встречает. А Борис Сидоров все время наступает, хорошо у него получается. Ну, Борис Сидоров несколько раз выиграл федеральный округ Дальневосточный. Ему должны были за первое место в Дальневосточном федеральном округе звание мастера спорта присвоить. Но, видимо, было народу меньше, чем как положено, что для присвоения мастера. Поэтому он до сих пор кандидат в мастера спорта. Николай Матвеев, родом из Нюрбинского района. Он участвовал на первенстве мира среди молодежи. Он занял второе место на первенстве России среди молодежи. И он перспективный наш боксер, тоже обучается в училище Олимпийского резерва. А Борис Сидоров, студент Чураптинского института физической культуры. Борис Сидоров тренируется под руководством мастера спорта Владимира Павлова, старшего тренера. И, то есть Андрея Слепцова, а Николай Матвеев у старшего тренера мастера спорта Владимира Павлова, училище Олимпийского резерва. Ну вот бой начинает уже в конце раунда. Боже, жесткий характер начинает принимать. Борис Сидоров обычно работает в ближнем бою, развивает атаки, контратаки. У него всегда хорошо получается. Он много раз выиграл молодежные, юношеские соревнования среди первенствах Республики Саха-Якутия. Участвовал на всероссийских соревнованиях. Ну, про Колю Матвеева я сказал. Участник первенства мира среди молодежи. Вот. Много раз выиграл
республиканские соревнования, дальневосточные и второй призер Российской Федерации среди молодежи. В красном углу ринга готовится к продолжению Он боя начал заниматься под руководством Республика Саха-Якутия. Станислава Потапова, который сейчас в данном бою Боксер секундирует 96-го года рождения. в селе Боксом Антоновка занимается Юрбийского 10 лет. района. Кандидат в мастера спорта. Представляет Российский И студенческий завершился у нас спортивный первый раунд. Александр Счет появлен. Афанасьевич, как оцените действия чемпионом Дальневосточного федерального округа. боксеров? Кто, по вашему мнению, вот, предпочтительнее? Слепцова, Дмитрия Винокурова. Первый тренер Валентин Аргунов. А вот Борис Сидоров родом с Горного района и занимался под руководством Валентина Аргунова, заслуженного тренера Республики Саха-Якутия. Секунданты за ринг. А сейчас в данное время занимается под руководством мастера спорта Андрея Слепцова. Второй раунд. Вот второй раунд более. Ну, Выпала капа. кап у Бориса Сидорова, боксера с красного угла. Сейчас возобновится поединок. Республики Дагестан 2018 года, чемпионом Центрального совета профсоюзов 2018 года. Напоминаем вам, дорогие друзья, что у нас идет стадия 1/8 финала. И победители, соответственно, выходят в четвертьфинал. Победитель этого боя завтра выйдет победителю следующей пары. Сагалуева Батора и Бекишева из Дагестана. Вот. Тут ребята серьезно работают. Каждому нужна победа. Тут капитан команды, хоть кто. Тут нет такой привилегии. Тут каждый старается одержать победу. Вот Матвеев раньше боксировал в весовой категории до 52 килограмма, ну среди юношей 50 килограмм. А Борис Сидоров все время вот в самой легкой весовой категории выступает. Он многократный чемпион республики. Ну, активно работают, да, боксеры? Очень много ударов. Команду брейк не выполняют боксеры. По команде брейк обоим надо одновременно делать шаг назад. Обычно вот пылу такой для одержания победы каждый старается как можно больше нанести удары и забывает выполнение этой команды. Вот Николаю надо с дистанции работать прямыми ударами, а не подходить близко. Вот вяжутся в ближнем бою. Меньше минут остается. Вот так с дистанции работать надо Матвееву. Вот так. Вот не надо подходить близко. Ну, каждому велико желание одержать победу и выйти на следующий этап чемпионата страны. Это самое высшее соревнование нашей страны, чемпионат России среди мужчин. После этих соревнований, значит, раскрывается дорога на этот большой ринг, на международный ринг, на чемпионат Европы, Олимпийские игры, чемпионат мира. Матвееву надо в ближнем бою тоже принять работу, бить короткими ударами. А конец, уже скоро конец раунда.
Завершился раунд. И у секундантов есть возможность внести определенные коррективы в этот вход этого поединка. Тренируется под руководством В начале раунда Матвеев доставал прямыми ударами, потом уже в конце, в середине уже опять начали возиться в ближнем бою. И тут удара больше доставал Борис Сидоров. Тренируется под руководством Павла Пахомова, первый тренер Потапов. И заключительный третий раунд. Как мы уже отметили, да, на кону стоят не только медали чемпионата. Наш турнир является отборочным на чемпионат Европы. Чемпионат Европы и мир в Сочи будет. Так дальше Олимпийские игры уже. Вот в этой дистанции, в этом положении это преимущество возрастает у Бориса Сидорова. Он давит его, канатом прижимает. Матвееву надо вот так с дистанции работать и отходить. Не стоять и идти вперед. Вот и так, вот в таком порядке. Но старается, да, конечно, Борис сокращать дистанцию. Эта дистанция, он вот так все время боксирует, его манера вот такой дистанции он своих соперников всегда преимущество остается. Вот, видите, как сама. Вот и не отходит, и близко не подходит. А Матвееву надо отходить и прямыми ударами. Вот этого не делает. Маленько делает и принимает его в ближний бой. Вот. Минута. Бой напряженный получился. Да. Напряженный бой. Ну, победа. А победу определять будет, конечно, сложновато, но мне кажется, так в ближнем бою больше боксируют ребята. Так, вяжутся и в ближней дистанции. В этом лучше чувствует Борис Сидоров. И, видимо, так, если так будет продолжаться, мне кажется, победу одержит Сидоров Борис. Последние секунды этого поединка. Дистанцию надо, конечно, наносить удары. Матвееву Николаю. Оба, конечно. И все, конец этого боя. Николай Матвеев или же Борис Сидоров. Через пару мгновений мы это узнаем. И в следующей паре выйдет боксер из Бурятии, Хабаровского края, Батор Сагалуев. Ну, сейчас послушаем. А в этом бою победу одержал боксер красного угла Борис
Борис Сидоров. Борис Сидоров Якутия. одерживает победу. И капитан сборной команды Якутии выходит в четвертьфинал. Ну, ребята так вместе занимаются все время. Ну, на сей раз думают, Матвеев, наверное, ты победил, в следующий раз я выиграю. Ну, сейчас выходит на ринг Сагалуев. Это основной соперник нашего лидера Василия Егорова. Ну, надо так, что вам предлагаю хорошенько посмотреть на мастерство Батура Сагалуева. Он представляет Бурятскую республику и Хабаровский край. Его соперник Аминтаза Бекишев, Дагестан. Восьмой бой. Рефери поединка судья международной категории Юлиан Антакулов, Оренбург. В красном углу ринга А. Да, представляют нам соперников. Вот мы видим Батура Сагалуева. Один из сильнейших боксеров в этой весовой категории. Его соперник Аминтаза Бекишев, очень молодой спортсмен, 99-го года рождения, является кандидатом в мастера спорта. Ну и каких-то таких больших достижений у представителя Дагестана пока что нет. Сагалуев, мастер спорта международного класса, член сборной команды Российской Федерации. В прошлом чемпионате России он дошел до финала. Является чемпионом первых европейских игр в Баку. Очень-очень серьезный, да, спортсмен. Один из лидеров в этой весовой категории. Да, в последнее время он начал так по возрастающей. Его карьера пошла так. В последнее время он хорошо боксирует, выигрывает у сильных боксеров. Он очень аккуратно боксирует. Технико-тактическая подготовка. Боксер левша. Ну, бурятские боксеры, как вы знаете, все во многих соревнованиях мирового уровня добивались успехов. В 60-х годах чемпионом Европы становился Великтон Баранников. Он же является серебряным призером Олимпийских игр в 1964 году в Токио. Но он никогда ни разу не был чемпионом Советского Союза. Все время занимал вторые места в основном. И третье место, может, занял. Ну, в общем, вторым призером несколько раз был. Ну, в этом поединке у Батура Сагалуева, безусловно, конечно же, серьезное преимущество в плане технико-тактической подготовки. Он ну вот боксер синего угла. Неудобный боксер, но он что-то пошел. Он пристроится ему очень трудно, мне кажется, Сагалуеву. И крупный так, по сравнению с Сагалуевым, высокого роста. Видим, да, то, что Батур контролирует, конечно, ход поединка. Ага, он. Прямой проходит. Работа по корпусу. Очень тяжелый, да, удар пропустил сейчас Аминтаза. Ну, он готовит, хорошо, аккуратно действует. Он сейчас пока не спешит. Ему надо чувствовать ринг, дышаться. Но с одной стороны так, но каждый боксер, соперник, это загадка. Может он так перевернуть следующий раунд. Но, видимо, будем смотреть. Кандидат в мастера спорта. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Батур Сагалуев, Республика Бурятия, Хабаровский край. Боксер 91-го года рождения, боксом занимается 10 лет. Мастер спорта международного класса. Представляет вооруженные силы. Счет боям не ведет. Является финалистом чемпионата России 2017 года.
Чемпион первых европейских игр в Баку. Чемпион России 2015 года. Тренируется под руководством Слышали мы, конечно, секундантов. Батору говорят, постоянно работает передней рукой. Ну, по первому раунду, да, мы поняли то, что Аминтаза, ну, у него нет выбора, ему с таким техничным и мастеровитым боксером, ну, нужно заходить, да, только вот идти вперед и пытаться вот в драке что-то, вот, ну, именно в рубке, да, что-нибудь найти. Ну и Батор будет держать дистанцию, работать передней рукой. Передней рукой он таки работает, но достать ему так-то труднее. Он неудобный, высокий и бьет, ну, с любых положений. Боксер синего, ну, он пропускает туда, стоит. Батор Сагалуев его готовит, но может он сильно ударить слева. Вот. Вот. На этом чемпионате до финала разошлись с Василием Сагалуев. Ну, будет очень интересная будет встреча, если они оба выйдут в финал. Ну, скорее всего, так и будет. Боксер синего угла Бекишев, Дагестан. Но он нормально ведет этот бой, не боится, главное, работает активно, не тушится, короче. Ну, а Батор Сагалуев, в свою очередь, методично вот, продолжает, да, укреплять он, свое преимущество. Чувствовать это самое, ищет нанесение ударов, контратак. Вот, хорошо, сейчас ударил. Слева прошло быстрый. Вот не пропускает. Молодец. Боксер синего угла хорошо защищается. Против чемпиона первых европейских игр. Мастер спорта международного класса. Хорошо держится. Но ему надо самому работать. Ну, если насчет сам работать, он может закатить нормальный бой. Ну, без ударов, правда, идет. Надо с ударом идти. Закрывается хорошо. Ряд таких очень серьезных ударов по корпусу провел Батор. Батор, конечно, выигрывает, но... И конец второго раунда. Ринг А. В синем углу ринга готовится к продолжению боя. Аминтаза Бекишев, Республика Дагестан, город Махачкала. Боксер 99-го года рождения, боксом занимается 6 лет. Вот секундант настраивает, но биться надо. Спортивное общество профсоюзы. Является чемпионом Центрального совета. Да, призывает секундант Аминтазу действовать понаглее. Тренируется под Руководством Ну, Нуруллы правильно он Дадаева, говорит. Терять Мамеда ничего. Магомедова и Гайдарбека Гайдарбекова. Первый тренер Нурулла Дадаев. Ну а Батор Сагалуев, конечно, очень спокоен. Ведет он уверенно в этом поединке. Он пропускает удары. Вот, видите, 2 раза легкие удары пропустил справа. И третий раунд, дорогие друзья. Батор Сагалуев, Бурятия, Хабаровский край, и Аминтаза Бекишев, Дагестан.
Так, Батор, смотрим. ага, Батор Сагалуев дистанции одиночный удар начал. Но ему торопиться не нужно. Бой выигрывает, но вот очень опасно пошел. Опасное движение головой, можно было замечание сделать. Саморассечение может сделать. Вот видите, как наглее начал биться, и ему это выгодно в этом случае. Выполняет установку своих секундантов. Бекишев действительно намного наглее, да, стал действовать в третьем раунде. Ему так и работать надо. Батору надо подготовить и бить. Пожестче надо работать сейчас. Третий раунд все-таки. Вот. Пацан уже начинает наглеть. Вот передний. И бить надо. Вот. Хорошо. Вот это уже похоже на Сагалуева. Ага. Вот видите как. 2, 3, 4, Отсчет. 5, 6. Ну, иногда он был. Точно хороший удар. Ну, пошел все равно, терять нечего. Не толкай сильно. Ну, сейчас, да, ситуация у Бекишева все и ничего. Но не надо сейчас. Он бьется хорошо, он головами так опасно, конечно. Снизу надо бить. Секунд остается в этом поединке. Дагестанец хорошо держался все-таки. Главное, он бой и не боялся. Ну, заставил, да, Батора поработать именно вот более в открытом боксе. Ну и Батор благодарит своего соперника за прошедший поединок. В этом бою победу одержал боксер красного угла Батор Сагалуев. Все предельно ясно. Бурятии, Хабаровский край. Батор Сагалуев, представитель Бурятии Хабаровского края, добивается очень уверенной победы и выходит в четвертьфинал. Таким образом он встретится с капитаном нашей команды Борисом Сидоровым на стадии 1/4 финала. Сидоровым, да. Рефери поединка. Интересно, Судья после встречи международной категории Семен Румянцев, город наш Якутск. Борис тоже будет В ринг боксировать. приглашаются боксеры Полностью. 9-й пары Иван Блында, Бахтамар Мы смотрим Назиров. повторы вот этого поединка. Очень, конечно, тяжело было Аминтазе Бекишеву противостоять столь мастеровитому сопернику. Конечно, очень тяжело. Очень подвижный, техничный. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр третьего дня чемпионата России.